Здравствуйте все! Добро пожаловать на канал Магия Песка. Старинные турецкие гаремные гадания на песке для вас. Дорогие мои зрители, гости, подписчики, всех вас хочу поблагодарить за ваши лайки, хорошие добрые комментарии, за ваши донаты. Земной вам поклон. Давайте сегодня сделаем отсыпочку на вашего бывшего и узнаем, пожалел ли он о том, что вас потерял. Загадайте, пожалуйста, на мужчину, представьте, назовите по имени и, обращаясь к нему, задайте свой вопрос. Пожалел ли ты, что меня потерял? Я думаю, что все уже настроились. Убираю Назар. Прошу высшие силы дать мне возможность ответить на все ваши вопросы и послать для вас только самую важную, нужную и полезную информацию. Так, какой-то неожиданный поворот. Девочки, вы точно бывшего загадали? Так, ладно, ну давайте по порядочку. Очень интересная развязка вас ждет. Такой маленький спойлер. Смотрите, мои хорошие. Вот я вижу, как вы расставались. Здесь мужчина очень чудил. Вот как что-то на него находило. Поменялся, обозлился, оскотинился. Какое-то поведение, ну вообще просто убийственное. А вы терпели, вы даже пытались как-то с ним договариваться и налаживать вот связь, отношения. То есть вы были за отношения, за семью, за сохранение того, что было между вами. А он нет, он наоборот, знаете, вот это выражение быковал, вот именно так он себя и вел. Я вам так скажу, он попал под влияние. Вот у кого-то из девочек отыграется, что к другой женщине, вот такой перебежчик, да, убежал к другой женщине. А у кого-то отыграется, что попал под влияние каких-то вот лихих людей, вот лихих в плане отношения к жизни, то есть такие прожигатели жизни, ну, вот, искатели, не знаю, каких-то удовольствий, свобод, люди, которые перекати поле, ни к чему не привязаны. Вот, с кем-то он, девочки, спутался. И вот от этого влияния, вот все в вашей жизни, вернее, в ваших отношениях, вот как тартарары полетело. У кого-то еще отыграется ситуация непринятия вас его семьей. И там, ну, как семья его, да, то есть родители, там, братья, сестры, не знаю, кто у него там рядом был, они прям целую войну вам объявили. Причем война какая-то вот не афишировалась, как-то вот они, ну, кривились в вашу сторону, да, но при этом какие-то вот прям массивы действий осуществляли, да, то есть там против вас копали, оскверняли, обижали, сплетничали, наговаривали, что они только не делали, вот разве что головой в стенку не бились. Какие-то просто ужасные люди. Не повезло вам очень сильно. Вот вы как без вины виновата идете. Вот прям обрушилась на вас, вот прям лавина ихней ненависти. За что, почему, как, да, люди могут так себя вести. Ну, понятно, что есть там родительская ревность, но есть же берега, и не надо, конечно, отходить от этих берегов. Ну что ж вы делаете? Просто там даже не люди, а не люди какие-то. У кого-то прям ужасная ситуация, вот кто-то из девочек натерпелся. Ай, от свекрови натерпелся. Либо, может быть, там бабушка, сестра, не знаю, может, тут вообще какая-то шайка-лейка была. Очень даже могли повлиять. Вас однозначно разбили. То есть тут какая-то прям подрывная работа велась и разбили ваши отношения. Мужчина, конечно, виноват. Он слаб оказался. Слаб, доверчив, восприимчив. Ну такой, знаете, вот незрелый плод. Вот такой вот он ваш мужчинка был. Ну что, пошел он на вольные хлеба, там нагулялся, накутился, наразвлекался. А теперь он пришел к тому, что он никому не нужен. Вот никто им не интересуется. Если он к другой уходил, ну, там, знаете, как выжила его, как лимончик, и в сторону помойки его
посылает сейчас, говорит, ну что, а что ты мне можешь теперь дать, да? Все, что я хотела, я уже от тебя получила. Иди, гуляй, свободен. Если говорим о родственниках, родственники живут своей жизнью, да, у всех там свои там, отношения, семьи, дети, а он не в удел. Ну, такой, принеси, подай-ка. Он им не нужен. Ну, нету, вот, не проявляют они такой любви. Использовать, ну, это да, это да. А вот любить его, там, оберегать нет. Друзья лихие, которые у него там были, если кто-то вот именно по друзьям, ну, все пристроились, там худо-бедно пристроились, какими-то семьями, отношениями обзавелись. А он один остался, один как перст, понимаете? Вот, никому не нужный, абсолютно, абсолютно, очень одинокий, закрылся, замкнулся. У кого-то, кстати, выпивать может мужчина, сильно выпивать, прям крепко выпивать. Ну, он не пьяница, вот не алкаш подзаборный, а скорее он как вот эту боль, одиночество, неустроенность, он как будто бы глушит эту боль. Вот идет такая информация. Девочки, а вы расцвели. Вы расцвели, я вижу, что вы стали гораздо сильнее. Конечно, подкосили вас эти отношения, конечно, больно было. Вы долго не могли прийти в себя. Вот прям такое разбитое состояние, какие-то бесконечные слезы, вопросы, ну почему, за что, ну как так случилось, да? Как? Ну как, я тебе верила, я тебя любила, я всю жизнь к твоим ногам положила, а ты просто плюнул и растер, да, вот просто, да, нагадил, в душу нагадил, причем, ну, такую нехилую кучку, понимаете. Вы нашли в себе силы, я вижу, что вы цветете, вот у вас сейчас состояние, вы расцветаете, вы с каждым днем вот становитесь все краше и краше. К вам возвращается потихонечку вот это желание жить, любить, быть желанной, для себя жить, да, для своих каких-то вот радостей и удовольствий. Значит, девочки, кто с ребенком остался, ну вот мужчина так мог даже поступить, бросить вот прям совсем, да, с ребенком, даже с несколькими детьми. Вы силу и в детях черпаете. То есть вам есть ради кого и для чего. Значит, девочки, вот я вам сейчас такую вещь скажу, вот кто зашел на эту отсыпку. У вас вот прямо на пороге идет человек с очень каким-то хорошим предложением, денежным предложением. Работа, бизнес, может быть, даже что-то у вас захотят там купить, да, то есть что-то очень выгодное для вас идет. То есть вы себя найдете. Вот это ваше желание жить и быть счастливой, оно будет реализовано. Вы станете очень независимой, такой прям, ну, девочкой с картинки, так хочется сказать. Мало того, у вас еще вот человек прорисовался, такой интересный человек, мужчина, да, либо вы уже с ним встречаетесь, знакомы. Может быть, вы даже в браке, да, находитесь сейчас и смотрите на какого-то бывшего. Либо вот он к вам, вот прям, видите, он у вас уже по правую руку, за правым плечом он у вас стоит. То есть очень правильный мужчина именно конкретно для вас. Вот идеально подходит, там, тютелька в тютельку, вот такой мужчинка. То есть вы одна все равно не остаетесь. Будет тот, с кем будет и любовь, и счастье. Так что за вас я вот, смотрите, абсолютно спокойна. Что касается вашего бывшего. Ну, тут мужчинка, знаете, как думает? Он думает, что мы не сошлись характерами. Я, конечно, ангелочек, еще тот, там, просто вот розовые щечки, да, розовая попка. Я идеальный мужчина. А вот она меня не поняла. Не оценила мою там широкую душу, либо мой какой-то свободный нрав. Что-то вот она меня там под себя подминала, да. Из-за этого мы расстались. Вот причина, на его взгляд, причина, он говорит, мы друг друга не понимали. Вот. Мы друг друга не понимали, поэтому мы расстались. Вот смотрите, но у него в голове вот постоянно крутится какая-то мысль, ну, когда его спрашивают, да, о чем-то, там, что ты самое вкусненькое кушал, либо что ты там любишь, нравится, там, ну, неважно какой вопрос, вот обычный житейский бытовой вопрос, он всегда вспоминает вас, всегда. Когда он слышит имя, вот как у вас, да, вот кто-то рядом,
Ну, допустим, вас зовут Татьяна, да, кто-то рядом там зовет женщину, говорит: Татьяна. У него сразу в глазах ваш образ именно, да, как вы выглядите, какая вы красивая. Какие-то запахи о вас напоминают, какие-то образы у него в голове пролетают. Вы ему снитесь, и снитесь достаточно часто. Сны он, может, свои не очень помнит, но то, что это были вы, ваш образ, это да, это да. То есть вы его как наваждение, вы его не отпускаете. Он иногда этому рад, а иногда как бы обижается и говорит: вот почему она меня не отпускает, как же она не понимает, мы же такие разные были. Он, девочки, вины сейчас, вот в сегодняшнем дне, за свое вот это поведение, поступок он не чувствует. Но уже начинает чувствовать себя крайне вот одиноким, несчастным. Смотрите, что я вам скажу. Пройдет вот, ну, буквально вот месяц, там, ну, максимум 2. И этого мужчинку накроет его какая-то проблема очень серьезная. Либо по здоровью, либо, в принципе, как по жизни, да, могут быть там проблемы такие вот и с деньгами, и может даже под арест попасть, либо на больничку, да, как-то вот прям крепкая его судьба возьмет за причинное место. И вот именно в тот момент, мои хорошие, он, ну вот как жизнь перед глазами пролетит, да, все поймет, все осознает. Здесь идет вот принятие того, что любил он, оказывается, только вас, и только с вами он был счастлив по-настоящему, и что без вас жизнь, она вообще какая-то бессмысленная и окрашенная, ну вот в черное и серое. То есть нет цветов, нет радости, нет удовольствия в жизни. Вот без вас нету. И поймет наш парень, что поступил плохо, очень плохо. Но не потому, что вас обидел, а потому, что вас потерял. Да, вот даже так пойдет. И, девочки, вот у него путь к вам на порог. Идет он к вам на порог с предложением восстановить ваши отношения, да, и дальше как бы по жизни рука об руку идти. Вы представляете, до чего дойдет? Ну, сказать, что ваш мужчина будет против, ну, либо настоящий, либо будущий, это ничего не сказать. Скорее всего, ну вот бывшие его просто с лестницы спустят таким смачным пинком. Очень, кстати, громко его спустят. Ну, вот все, что он получит. Знаете, дойдет, что вы были для него шансом, что вы были любовью всей его жизни, что, ну, профукал, вот просто профукал свою счастливую жизнь, свое будущее счастливое. Поймет, все поймет. Ну, как говорится, локоть рядом, да не укусишь. Здесь идет полное разочарование, причем разочаруется он, ну, не только в себе, да, но и в тех, кто его на это толкнул. Вас тоже может разочароваться. Вот как это так? Я же такой замечательный, я же к ней пришел, что же она меня на какого-то другого классного мужика поменяла. Да, такое еще пойдет. Я не вижу хорошего будущего этого мужчины, по крайней мере, мне этого не показали. Я не вижу, чтобы вы сошлись, чтобы вы его назад приняли. Ну, конечно, если у вас вот такой прекрасный мужчинка будет рядом, зачем вам этот убогий? Вот. Но что я вижу? Я вижу, что этот мужчина вот просто по всей своей жизни он будет идти и ваш образ нести и в глазах, и в сердце. То есть, если он будет находить себе там каких-то женщин, они будут похожи на вас. Вот прям похожи. Он будет в каждой женщине искать именно вас, ваши качества, вашу внешность, ваше проявление, но не найдет, потому что вы особенная. Вы действительно, вот как женщина, дар. Когда вы с мужчиной сходитесь, ну вот как судьба одаривает этого мужчину, говорит: вот, пожалуйста, эта женщина уникальная, береги, храни, она тебя счастливым сделает. Вот он это поймет, и поймет, ну, к сожалению, да, очень поздно. Хотя, с другой стороны, но с таким, извините, недалеким человеком, я думаю, что ничего бы все равно не получилось. Девчонки, вины вашей никакой нет. Вы делали все, что могли. Вы от него натерпелись и настрадались. То, что он не оценил, ну, извините, а кто ему доктор? Оценит, поймет, ну уже поздно слишком будет.
Вот такая цыпочка, мои хорошие, получилась. Но ждите, он у вас буквально вот в течение 2 месяцев на порог придет. И придет как-то, знаете, легко, вот типа, ну а что тут такого? Ну подумаешь, там где-то ходил, гулял, шлялся, ну что, ну со всеми бывает. Но теперь-то я хочу мириться, да, давай восстанавливаться. Конечно, будете в шоке. Вот от такого поведения, отношения, это такая наглость, такой на изи, да, просто на изи мужчина входит и говорит, ну все, давай, накрывай стол, мужик вернулся. Это будет, конечно, комично и где-то даже грустно. Грустно для этого мужчины. Мои хорошие, на этом все. Спасибо всем за внимание. Всем пока-пока.